3 года – небольшой срок для больших перемен. В Малгобекском районе за это время произошел строительный бум. Дороги улучшаются, новые социально значимые объекты открываются, а значит повышается качество жизни граждан. Здесь во всех населенных пунктах строят и открывают свои двери общеобразовательные учреждения и детские сады. В Верхних Ачулках школ станет еще больше, создаются тысячи дополнительных мест. На стадии строительства у нас 2 школы, вот я сказал, вот по 722 школы, и на стадии начала строительства у нас еще одна школа на 420 метров в Верхних Ачулках. Так, по инфраструктуре там у нас еще по проекту культуры у нас построен там дом культуры, на сегодняшний день тоже функционирует. По сфере спорта у нас там построен ФОК. Такие же положительные перемены и в сельских поселениях Нижние и Средние Ачулки. В сельском поселении Средние Ачулки в рамках нашего проекта мы построена школа на 720 мест и садики на 220 мест. На сегодняшний день оба социальных объекта полностью в штатном режиме функционируют, и на сегодняшний день никаких проблем. Дети учатся в школах, также и посещают детский садик дошкольного образования. Социальная и культурная сфера за последние годы в селах региона кардинально меняется, подмечают это и сами жители сельских поселений. Особенно от нахади баш наха яту был нахади удобство живорди ямаш хадят. Каста азадарялч вот соцкультурный объект жми хайер, где школы. Хат ухте пар я уже школушка халха бяха наха этухан баттиш. Не такие были условия. Что хая соцобъекты же. Аллах гуд я баргейна хугмишан. Дом культуры. Тоже нужен объект. Ежми, ютер, ежми. У школы теж садики. Тоже, пожалуйста. Все условия для села сейчас на сегодняшний день нормальные. Развивается и Новый Редан. Там в прошлом году открылся первый детский сад в истории села. Его действительно можно назвать долгожданным. Строительство затянулось на 5 лет. Глава Ингушетии взял объект под личный контроль, и дошкольное учреждение наконец-то распахнуло свои двери. Здесь созданы все условия для развития досуга детей. Оборудованы помещения для творческих занятий, кружков, спортивные, музыкальные залы и не только. Также в Новом Реданте построили и футбольное поле. Современное покрытие износоустойчивое с гарантией 5 лет. Работа велась по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Жители такому вниманию со стороны правительства России и главы Ингушетии рады. Для них это настоящий подарок. В Ингушетии проходит поэтапная работа по комплексной модернизации системы водоснабжения. Благодаря поддержке федерального правительства и главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова удалось раз и навсегда решить многолетнюю проблему жителей Аки-юрта с водой. Там построили новый водозабор. От станции до сельского поселения проложили 2 километра водопровода. Выполнен монтаж 2 резервуаров, общая мощность которых 100 кубов. Построена и новейшая насосная станция, ее мощность 30 кубометров в час. Также специально под резервуар оборудованы 23 колодца. Каждый из них будет выполнять свою функцию, но основная из них – это фильтрация воды. Откуда вы воду собираете? У нас есть магистральный Кантушка водозабор. Ну хорошо, а Кантуш, а теперь откуда вы воду забрали? Магистраль, который ведет в Малгобекский район. Малгобек? Да. Малгобек, вот тоже Малгобек. Да. А куда ведет? Полный запуск новой насосной станции планируется уже в конце этого года. В рамках федерального проекта «Чистая вода» в ближайшие годы в Ингушетии запланировано еще 7 приоритетных мероприятий по улучшению водоснабжения. Это бурение и обустройство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в Троицком, строительство водопровода и резервуаров в Малгобекском районе, улучшение системы водоснабжения Сунжи, бурение и обустройство артезианской скважины в Бердюрте, прокладка трубопроводов в Сагапше, реконструкция магистрали
магистральной сети Сунжа-Малгобек. Новые резервуары и водопровод протяженностью почти 4 километров строят и в селении Вознесенское и Южное. Ход строительства на контроле у главы региона. Суточный запас воды вот это население обеспечивает. А здесь будет накопители? Да, будет Сколько? два резервуара, По 200 сколько? кубов. По 100 кубов для емкости здесь. Насколько 100 кубов хватает? 200 Там кубов. тысяч человек, по 200 литров норма суточная, как раз 200 кубов получается. Ну, это сутки. Да. Но помимо этого у нас будет распределение в сеть напрямую давать. В больнице дадим напрямую, мимо резервуара. Работа по устройству линии водоснабжения общей протяженностью более 4000 метров ведется по поручению Махмуда Али Калиматова за счет средств из Национального фонда развития региона. В сельском поселении Вознесенское также установят насосную станцию для перекачки воды. Она будет предусмотрена для 2 насосов мощностью 45 киловатт в час, один из которых будет находиться в резерве. Насосная станция, она заводского полностью комплект изготовления есть. Импортные насосы, рабочие здесь, еще насос «Латыш». Они полностью в автоматическом режиме работают, без присутствия обслуживающего персонала в станции здесь. Преобразилось до неузнаваемости и сельское поселение Вежерьёрт, которое находилось на особом контроле у главы Ингушетии. По поручению Махмуда Али Калиматова в небольшое село, считавшееся отдаленным с населением более 1000 человек, вдохнули новую жизнь. Там появилась идеально ровная и качественная дорога протяженностью почти 12 километров. 46 лет мечтала, осуществилась. Она да сама да ханзы. Утежи да стона ханзы. Изл яхпарату мир. Идах соут мадер. Из-за отсутствия нормальной дороги о полноценном развитии села, являющегося крайней северной населенной точкой Ингушетии, не было и речи. Однако 2 года назад вместе с дорогой здесь открылся и новый дом культуры. Также в селе 2 года назад провели капитальный ремонт школы, построенной 40 лет назад. Рядом открылась спортивная площадка для игр, футбол, волейбол и баскетбол. Также запущен и функционирует фельдшерско-акушерский пункт, где есть все условия для пациентов и врачей. Ранее медики ютились в небольшом помещении, где помимо них находились еще и работники почтовой службы. Недалеко от этого важного социального объекта построен и детский сад. Его возвели по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Дом культуры на Балхой Арбям, Тхадион Хабиболбош, Кална Бали, Хаскала Хабиболба, Ах. Большим подспорьем для жителей Малгобекского района, да и всей республики, стало открытие птицекомплекса «Южное». Это новые рабочие места и только качественный продукт. Здесь производят больше 30 видов качественной экологической продукции из мяса индейки, что позволяет предприятию обеспечить не только внутренний рынок республики. Мясные и колбасные изделия уже получили отзывы в городах Центральной России. В условиях санкций здесь также намерены расширить географию поставок и наращивать производство. Всего в Малгобекском районе, который состоит из 12 сельских поселений, проживают более 60 тысяч человек. Территории развиваются. В Инарках строят 2 школы. После ввода в эксплуатацию они обеспечат 1260 ученических мест. Важные соцобъекты открываются во всех населенных пунктах Малгобекского района. Преображение не заставит себя долго ждать. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.